Недавно я выпустил ролик, где говорил о том, что окончание множественного числа в татарском языке может указать на таинственную группу. Таким образом, я хотел обратить внимание на особенности татарского языка. Если у какого-то слова нет точного эквивалента в другом языке, говорит ли это о бедности языка? Нет. Лингвисты называют такие явления лакунами в переводе. Это вполне нормальное явление и наблюдается с любыми двумя языками. Русский язык, бесспорно, один из богатейших языков мира. Татарский – часть большого, очень богатого тюркского мира. Народы разные, и языки тоже отличаются. У них разный взгляд на мир. Татары часто хвастаются тем, что у слова «мон» нет прямого перевода. Да, это так. Его можно описать как мелодию души. Нет и точного аналога слова «сайрау». У русских и люди, и птицы поют. А у татар люди жерлы, а птицы сайры. Сайры в отношении человека используются ироничным оттенком, что-то вроде «врет красиво». Но в то же время, например, трудно найти точный татарский эквивалент для русских слов «галки галдят», «танк подбит» или «зафиксирован прилет». В татарском языке нет эквивалента для глагола «иметь». Фразы «я имею», «мы имеем» перевести дословно невозможно. Мы всегда говорим «у меня есть», «минем бар». Так что татары не имеют, имейте в виду, а нас могут, если рот разевать. Еще один глагол, который когда-то был, но сейчас утратился, это «являться». Например, «я являюсь профессором». По-татарски звучит просто «мин профессор». В Конституции написано «единственным источником власти является народ». На татарский можно перевести «хакимиятның бірден бір шығанағы халық». Можно добавить «булып тора», но это лишнее. Раньше татары говорили «турур», «этиль суа ака турур». Говорят ударение душа слова. Турур потерял ударение и превратился в окончание «дыр». Тукай писал «Нәк Казан артында бар дыр бір ауыл». Раньше могли сказать «мин профессор булып торамын». Сейчас говорят проще «мин профессор». И мы от этого не страдаем. Таких слов очень много. Например, на русском нет слова «субуя», что-то около вдоль реки. А на татарском невозможно сказать «первая треть 19 века». Просто нет такого выражения. Сложно точно перевести из слова «кунгель» и «бягер». Их переводят как «душа» или «сердце», но это не совсем верно. Есть еще одно слово «ренджиш». Это не просто обида, рана, которая рождает карму и возвращается бумерангом. Ренджу – это вообще отдельная песня. Если вам интересны слова, которые невозможно перевести дословно на русский или татарский, пишите, можем продолжить.